Теорию участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ написали в Акмолинском университете. Перед началом олимпиады организаторы провели инструктаж старшеклассников о правилах и порядке выполнения заданий. Первый тур включает письменные задания по различным темам курса ОБЖ, на написание которых дается 3 часа. В общем, в процессе подготовки к ОБЖ я поняла, что это один из наиболее интересных предметов, потому что он включает в себя изучение очень разных дисциплин. Здесь нужно применять знания из физики, химии, из физкультуры. Нужно обладать невероятным кругозором. Поэтому ОБЖ остается очень интересным предметом для меня. Ну а также нужно проявить логику определенную в заданиях теоретического тура прежде всего. Тематика первого тура предусматривает вопросы по направлениям основ безопасности личности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, основ противодействия экстремизму и терроризму в России, обороны государства, а также элементы начальной военной подготовки, медицинских знаний, здорового образа жизни и оказания первой помощи. Я вышел первым, потому что считаю, что если я знаю ответ, то я его напишу. Если я его не знаю, то сидеть еще время, час-два, и над ним сидеть, думать, это потом закрадываются сомнения над другими ответами, и это может стать хуже только. Не знал я ответ, впервые увидел только на одно задание про из темы информационная безопасность. Как нам говорили, если не знаете ответ, что первое приходит в голову и больше всего подходит по смыслу, оно, как правило, верное. Мне очень понравилось задание с собаками, про породы собак различных. Это очень интересно и очень нестандартно, и там скорее просто на общий кругозор, потому что, лично я к этому не готовилась, и тут просто, понимая разные породы собак, буквально поставила разные ответы. И вообще было очень много нестандартных заданий, которые требовали какого-то знания жизни. В то время, пока школьники трудились над выполнением заданий, их сопровождающие наставники на площадке семинара обсуждали инновационные практики в гражданском и военно-патриотическом воспитании школьников в семье. После выполнения заданий участники Олимпиады прошли экскурсионным маршрутом по столице Башкортостана. Настрой у ребят боевой. Впереди старшеклассников ждет практический этап Олимпиады.